Выбор сделан. Парламент Татарстана 7-го созыва. В чем особенности избирательной кампании? Дома на краю обрыва, когда земля трофей, кто победит в битве, жители или бизнес? Вахитовские комплексы, молочные и жилые. В Кукмарском районе нашли способ удержать ценные кадры. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Ощущение, что можно шагнуть в телевизор и почувствовать атмосферу внутри, наверное, то преимущество, которое было сегодня на марафоне. Помогает опыт и помогает команда, которая все это делает. Всей семьей на выборы. Телемарафон о главных ценностях жизни и единстве гражданского общества. Татарстан, большое спасибо, активно помогает и районы, и люди. Здесь все по-настоящему, здесь настоящая жизнь. Не за медали и награды, как наши бойцы приближают нашу общую победу. Узнали о существовании такой программы и решили переехать в деревню. Лучше сейчас отдать по возможности, потом уже спокойно работать. Как удержать кадры на селе? Социально ответственный агробизнес. Так бывает, хоть и не часто в нашей практике, мы заранее предполагали, с чего начнем эту программу. Правильно, с ключевого политического события для России последних месяцев – с выборов. Ровно неделю назад в Татарстане, как известно, мы избрали депутатов Государственного совета 7-го созыва. И сегодня можем уже уверенно сказать, что наш парламент остается многопартийным. Во вторник Центральная избирательная комиссия республики утвердила итоги голосования. Больших неожиданностей по традиции не произошло. Выборы в Татарстане в целом признаны состоявшимися. Явка составила 71,6%. За «Единую Россию» проголосовали 76,75% пришедших на выборы. У КПРФ 10,54%. И если говорить о партийных списках, то только эти партии преодолели 5% барьер, необходимый для того, чтобы партия была представлена в парламенте. Всего же в избирательной кампании участвовали 5 региональных отделений партии. Помимо лидеров, результаты такие. ЛДПР набрала 4,41%, «Новые люди» 4,21%, «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» 3,27%. Тем не менее, в Госсовете Татарстана будут представители и этих партий за счет кандидатов-одномандатников. И победили они в основном в тех округах, где не было представителей «Единой России». С учетом всех итогов места в парламенте распределяются следующим образом. 86 депутатов от «Единой России», 6 от КПРФ, ЛДПР 2 мандата, «Новые люди» также 2 мандата. «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» 1 мандат. 2 самовыдвиженца, сохранившие депутатские места, Ирик Салихов и Эдуард Шарафиев. Итоги выборов и вполне реальный взгляд на парламент 7-го созыва у Зуфара Давлетшина. Высоки современные технологии, а ручной подсчет и традиционное голосование ручкой надежнее. Интрига не ожидалась, нарушения не наблюдались. Опись, протокол, выборы состоялись. Нарушений, влияющих на ход голосования, определение результатов выборов не зафиксировано. Необходимо отметить, что в день голосования от политических партий, их уполномоченных представителей кандидатов на выборы депутатов Государственного совета жалоб не поступало. Партия «Новые люди» на выборах в Госсовете в первый раз участвовала, и сразу же мы выиграли на 2 одномандатных округах. Я хочу поблагодарить жителей за то, что они изъявили свое доверие нам, и мы прошли в Госсовет Республики. КПРФ подтвердила в стране статус второй партии, ведущей оппозиционной силы и единственной реальной альтернативы партии власти сегодня. Оценка, скажем так, высокая. Прежде всего, она исходит из того, что на самих выборах, в день выборов особых каких-то серьезных нарушений замечено не было ни нашими наблюдателями, ни кандидатами, которые ездили. Кроме того, высокая оценка еще из-за того, что очень высокую активность проявляли люди. Да, нас стало больше в Государственном совете, напрямую избранных людьми, жителями Татарстана. Это большая ответственность. Естественно, тем процентом голосов избирателей по единому округу, который нам удалось получить на этих выборах, мы не очень довольны.
Было бы намного лучше, если бы нашему партийному списку удалось перешагнуть 5% порог. Но есть результат, над которым нам необходимо работать. Раз в 5 лет избирается парламент Татарстана. Цифры примерно одинаковые, но с отличиями. По утвержденным в протоколах цифрам, явка в этом году по всему Татарстану приближалась к 72%, а в 2019 это было 70%. Больше дали голосов ожидаемой «Единой России» 76,75% против 72,43% в 2019 году. 0,20% потеряло республиканское отделение Коммунистической партии Российской Федерации. Но на количестве мест в парламенте это не отразится. Либерально-демократическая партия России в Татарстане оказалась на 3-м месте и с большим количеством голосов по сравнению с 2019 годом. А дальше расклад изменился не только в цифрах. Партия «Справедливая Россия» в январе 2021 года объединилась с 2 другими и стала называться «Справедливая Россия. Патриоты за правду». И по итогам парламентских выборов 2024 года в Татарстане потеряла 69%. Пятая партия, которая впервые участвовала в выборах в Госсовет Татарстана, «Новые люди». Она образовалась в марте 2020 года. Сравнивать цифры 2019, видимо, будет логичным с показателями партии «Роста», которая выросла до слияния с «Новыми людьми» в апреле 2024 и показала более внушительный результат. Среди участников избирательной кампании 2019 года были также «Коммунисты России» 3,65% и партия пенсионеров 2,47%. Эти 6 с небольшим процентов на этот раз, видимо, распределились между теми, у кого результаты улучшились. Предвыборная кампания показала, что нас уже хорошо знают и нашу программу, и наши идеи в больших крупных городах республики. У нас по республике Татарстан 4,21%. На самом деле в крупных городах процент выше. В Набережных Челнах, например, это 7%. В Казани это более 5%. И мы будем сейчас больше направлены, в том числе на развитие партии в районах. Цифрами, да, безусловно, мы довольны. Если у нас на прошлых выборах в Госсобрание Республики Татарстан было 3, по-моему, 75%, да, то в этот раз было 4,4%. Более того, процент, который мы вывели по Казани непосредственно, это было 7,16%. Это очень высокий процент. Понятно, главный конкурент у нас была «Единая Россия», ну и коммунисты. Хотя, честно скажу, коммунистов я не видел. Мы в своем отделении региональном достаточно активно занимались подготовкой к выборам. Работал избирательный штаб во главе с первым секретарем Хайзгаевичем Миргалимовым. Это был выпуск агитационных материалов, естественно, да. Татарстан показал пример на этих выборах, и это было отмечено на итоговой пресс-конференции руководства партии КПРФ в Москве, что можно в один день провести выборы, провести дисциплинированно, с хорошей явкой, без всякого электронного голосования, которое вызывает недоверие у избирателей. Вот как раз Татарстан показал. И даже за один день у нас более ответственно были проведены выборы, чем в других регионах, где было многодневное голосование. Мы благодарим избирателей за поддержку. Почти 250 000 избирателей поддержало нас в рамках этой избирательной кампании в Татарстане. Все наказы, которые мы получили в ходе избирательной кампании от избирателей на округе, взяты в работу и будут отработаны помощниками и самим депутатам в ближайшее время. 2 большие партии и небольшое представительство еще 3. Такая многопартийность будет в новом парламенте Татарстана. В рабочем поселке Дербышки, во Дворце культуры, сохранившем традиции, названном в честь одного из первых руководителей Татарской республики Саид Галеева, в субботу снова проходили выборы. Избранные депутаты снова голосуют и избираются. Интригой можно было бы назвать голосование за будущую кандидатуру на пост руководителя парламента. Накануне Фарид Мухаммедшин обещал, что сам выдвигаться не будет, но и самоотвод врать не станет. Если доверили, предлагают и согласны, я просто-напросто отказываться категорически не буду. Это будет, как мне сказали, идет война, идут СВО, и в это время отказаться, значит, это будет предательство мнению людей, которые тебя выдвигают и поддерживают. Большая партия, большие итоги, большие планы. Результаты отмечены в очередной раз и на федеральном уровне. Это второй результат в стране после ТВ. В среднем по Российской Федерации, по ЗАГС-собраниям
явка составила 64 с небольшим %. В регионе, в принципе, очень высокое доверие к власти, и к исполнительной, и к законодательной. Вот, это, безусловно, большая ответственность. Когда вот смотришь на итоги этих выборов, это ведь отражение общей, наверное, вот тенденции, общая идея того, что надо как-то так само сплачиваться. Выборы в любом случае должны быть альтернативными. Потому кандидатов на пост председателя Госсовета Татарстана предлагалось 2. Я считаю, что во главе парламента должен быть Фарид Харулович, и коней на переправе не меняют. И страна находится в ситуации, когда нам нужна стабильность, четкое понимание, прагматизм и порядок. Я предлагаю кандидатуру Нугаева Камиля Асгатовича. Очень хороший депутат. Он возглавлял почти 25 лет Спасский район. Спасский район всегда был один из первых. 2 созыва был депутатом Государственного совета Республики Татарстан. Очень активный, ездил в зону СВО. Самоотводы кандидаты брать не стали. Голосование тайное, посчитали быстро. Фарид Мухаммедшин будет предложен на пост руководителя парламента 20 сентября. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, Булат Абдульманов. 7 дней. Выборы всегда важно, всегда полезно, не только потому, что это, пожалуй, самый демократичный способ избрания власти. Выборы, причем любые, главы государства, депутатов, это еще и показатель правовой зрелости общества, индикатор доверия к институтам власти. В текущей непростой политической ситуации в мире это еще и демонстрация единства гражданского общества, его сплоченности и патриотизма. А для избирательных комиссий, чиновников – еще и в определенном смысле испытание, экзамен на открытость, прозрачность, эффективность. Татарстанский ЦИК, на мой взгляд, его сдал на отлично. Для нас же, для телевизионщиков, выборы также были и остаются экзаменом на профпригодность. Только задача с каждым разом усложняется. Теперь к традиционным новостным выпускам и прямым включением с избирательных участков, концертных площадок и прочее добавился традиционный телемарафон. В этом году очередной рекорд ТНВ. Еще одна взятая высота. Почти 14 часов в прямом эфире и более 200 гостей. И девиз и название телемарафона «Всей семьей на выборы» своей актуальности не потеряли. Как это было в нашем репортаже. Микрофон сюда, да, Генеральная репетиция, прогон, или, как говорят сами телевизионщики, тракт. Уже полностью готовы декорации. Сценарий расписан даже не по минутам, по секундам. Но еще можно внести финальные правки в гардероб ведущего. Нет, наверное, вот это обязательно. ТНВ берет новую высоту по масштабности и грандиозности, по объему вещания в прямом эфире. Предполагается, что стартует он вместе с открытием избирательных участков в 7 утра, а закончится только поздно вечером. Равных этому телемарафону точно нет и не было. Может быть, даже на федеральных каналах. Поэтому генеральный тракт события в высшей степени ответственный, и на площадке в этот день все, от генерального директора до администраторов и гримеров. Руководит процессом Светлана Кадырова, а помогают ей лучшие и самые опытные режиссеры ТНВ Алмаз Акберов и Резида Фасхуддинова. Она же будет рулить процессом непосредственно во время трансляции. Поэтому лучше и правильнее, как показывает практика, все детали будущего эфира оттрактовать сейчас. Импровизация, конечно, дело хорошее, но... Понятно, что всегда везде ценится импровизация, но, как мы знаем, что импровизация – это очень хорошо отрепетированная вещь. Поэтому вот репетиция – это очень важно, очень. Декорации телемарафона выстроены с учетом его гостей, а это не только чиновники, руководитель ЦИКа, эксперты, политологи, но прежде всего семьи, в основном многодетные. Уже по традиции прямо в студии будет организована детская зона, а соведущими Зуфара Давлетшина, Луиза Закирова, Светланы Звонаревой и Иделя Киямова станут юные звездочки Шаян ТВ. Можно еще раз, чтобы я понял, что вы делаете? Самое важное – это выучить, как ты заходишь и уходишь. Людей очень много, гостей очень много. И то, что усложняет, может быть, задачу, очень много детей. Здесь все так по-домашнему сделано, поэтому мне очень нравится. Я думаю, что я буду чувствовать себя комфортно, как дома. А где Зуфар у тебя? Спокойствие, Светлана, только спокойствие. Все будет хорошо. Интересные декорации, да, такое вроде как бы и семейный очаг, и в то же время и деловое, да, ну вот очень будет интересно, да, здесь вот у нас такой будет стол многонациональной кухни. Само собой, у нас тут большая команда работает, режиссеры, вот они все время тут вот нам говорят, что делать, если что-то вдруг пойдет не так, они все соображают, а мы нет.
Юмор и самоирония помогают разрядить обстановку, но только на репетиции. Во время самого эфира уже не до шуток. Ведущие собраны, режиссерская группа отмобилизована, операторы на месте, звукорежиссеры, администраторы, гримеры. Внимание, эфир, работаем. 3 секунды, готовность, внимание. Вместе с открытием избирательных участков начинается наш телемарафон. Вице-премьер Лейла Фазлеева стала своего рода талисманом телемарафонов ТНВ. Она приходит рано утром, чтобы своим добрым настроем и приятной улыбкой приободрить, настроить всех на позитивный лад, а вечером ее снова ждут в студии и телезрители, чтобы обсудить ход выборов и неприходящие семейные ценности. Мы, взрослые, уже понимаем, для чего мы направляемся на избирательный участок. Если говорить о том, что дети, я всегда об этом говорю, образцовые люди, они все делают по образцу, то они должны видеть образец родителей, которые принимают участие в жизни своей страны. Как совместить тему выборов серьезных политологов вместе с песнями, плясками, душевными семейными разговорами? Ответ дает сам телемарафон ТНВ, который так и называется «Всей семьей на выборы». Поэтому в этом эфире 34 многодетные семьи. Среди них и трудовые династии, и победители конкурсов, и просто интересные добрые люди. Дедушки, бабушки, мамы, папы, дети. Тут же в студии можно узнать рецепты домашних блюд, спеть вместе с участниками телемарафона. Душевный эфир в большой студии ТНВ тут же подхватывают наши коллеги с Болха-радиуса с музыкальными включениями звезд татарской эстрады. Декорации студии таковы, что позволяют легко совмещать деловую и песенно-танцевальную части марафона, сохраняя неповторимую атмосферу семейного праздника. Поддержать ее на протяжении 14 часов прямого эфира позволяют профессиональные ведущие и многочисленные гости. Их, напомню, более 200. Среди них и известные московские политологи. Не просто мы говорим о важности семьи, семья — это наше все, а когда есть реальная атмосфера дома, семьи, там, не знаю, кухни, это, конечно, другая атмосфера, и нет, может быть, той дистанции, которая подчас возникает между человеком и телевизионной картинкой, частью другого мира. Вообще, вот, представляю, возможно, ощущение, что можно шагнуть в телевизор и почувствовать атмосферу внутри, наверное, то преимущество, которое было сегодня на марафоне. Помогает опыт и помогает команда, которая все это делает, потому что в кадре только 4 человека, а на самом деле за кадром это огромное количество людей, талантливых людей. У вас вот эта химия с соведущим Зуфаром, она с вами? Конечно, я вообще очень люблю Зуфара. Он очень умный товарищ, очень люблю умных людей, и он в любой ситуации может поддержать, увести беседу в нужном русле. Поэтому спасибо, Зуфар, спасибо. В большом телемарафоне ТНВ уже по традиции наши верные друзья, военнослужащие и участники СВО и их семьи. Иван Хомяков, лидер музыкальной группы «Добробат», пришел с супругой Дилярой и 2 детьми. Альфред Хабибулин, еще один доброволец СВО, пришел в студию с флагом татарстанского батальона «Алга», в котором он служил. Участники, семьи, эксперты, песни, разговоры по душам одни сменяют других. И удивительное дело, многочасовой эфир не тянется, как нудный сериал, а буквально летит, захватывает, как интересный фильм, где ценный и интересный каждый герой и каждый эпизод. Костяк сложился, и все друг друга уже понимают с полуслова, поэтому... Да, работать одно удовольствие, быть в кадре, и все как часы работает, и в ухо, и режиссер, и ответственные люди, все, что надо, комментарии, замечания, все говорят, поэтому все. Чем дальше вместе работаешь, тем больше друг друга с полуслова понимаешь. В штатном режиме, да. Такого хронометража марафона еще раз не было. Все измеряют часами, мы измеряем все-таки секундами, потому что режиссерский тайминг, редакторский тайминг, это все по секундам. У режиссера каждые 3 секунды же расписано. И мы посчитали свыше 50 тысяч секунд. То есть и каждая из них была под контролем. По хронометражу самый длинный марафон, по количеству гостей 200 человек, самый большой, по количеству работающих от ТНВ, почти 250, по-моему, человек, которые непосредственно работали вот на площадке вокруг. Поздравляю, вы становитесь обладателем... Изюминка проекта — розыгрыш 12 айфонов и главного приза автомобиля. В нем приняли участие более 93 тысяч татарстанцев. Тех, кто проголосовали и присоединились к фотоконкурсу в соцсетях. Как никогда вот эти марафоны показывают мощь самого медиахолдинга, потому что во всех этих марафонах мы всегда работаем все вместе. Это Шаян ТВ, Болга-радиуса, ТНВ. И вот за честь ТНВ, наверное, в этой ситуации этот марафон всегда. И вот мобилизация во имя ТНВ, дабы показать, что действительно самый крутой канал, который может в состоянии сегодня единственный, который в состоянии проводить такие марафоны с таким большим объемом как часов, так и гостей. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней.
К другим темам. О проблеме, знакомой многим, кто живет у реки или у озера. Береговая зона – лакомый кусок для коммерсантов, в котором зачастую оказывается не до самих людей. Не утихают скандалы вокруг известного курортного отеля «Камский трофей» в Камско-Устинском районе. Строительство глэмпинга на территории гостиницы вылилось в судебное разбирательство. Глэмпинг с прошлого года сползает в Волгу. С таянием снега оползневые процессы ускорились, а вместе с этим и разрушение домиков. Пока только внутри курортной зоны. Но жители близлежащих домов с ужасом наблюдают, как расстояние между стройкой и их жильем решительно сокращается. Бизнес, как считают местные жители, уничтожает местную зону отдыха для туристов, захватив при этом муниципальную землю и не имея разрешения на земляные работы. Суд встал на сторону жителей, но ответчики не согласны и считают, что ущерб нанесен администрации района, которая проводила берегоукрепительные работы вдоль реки. В проблеме разбиралась Диляра Юсупова. Такое, наверное, показывают только в фильмах «На горизонте двух рек» гора Лабач, лестница и словно дыра посреди живописных широт. А вот там, практически на краю холма, жилой дом, который вроде и не хотел такого соседства. Если вы посмотрите, ленточкой огорожена та территория, которая была разрыта. Вот как раз-таки видно, что это даже более чем 8 метров. А вот здесь находится забор 7 Третьяковых. То есть вот это вот масштабное разрушение уже подходит к забору. И вот хозяйственная постройка, а чуть подальше уже жилой дом. На официальном сайте The Камский указано, что здесь находится экоферма. Здесь, насколько я знаю, свиньи, олени и еще кто? Верблюд. Верблюд. Вот, да, и от них не очень приятные звуки исходят, ну, особенно по весне. Да, и заходят свиньи здесь на территорию земельного участка и разгрызают, и роют, и также наносят ущерб. Вот смотрите, здесь вот все зеленое было, все здесь разрыто. Это Юлия Третьякова, хозяйка дома на краю обрыва. Показывает ущерб, который нанесен ее огороду. Однако подъеденный сад не самое страшное. Самое страшное вот это. Бесконечная стройка под ее домом. Курортный отель «Камский трофей». В целом, к соседству с ним люди привыкли до той поры, пока бизнес не стал расширяться и захотел превратиться в своеобразный глэмпинг. Случилось это в прошлом году. На территорию въехала тяжелая техника, и тут началось. Территория является оползневой зоной, то есть сюда вообще даже большегрузом заезжать нельзя, потому что здесь в любом месте она может обвалиться, провалиться. Да. Приближается к нашему земельному участку, то есть к нашему забору он приближается. То есть будет зима, мы не знаем, то есть дальше пойдет, либо так же все останется. Мы хотим здесь разбить парк, чтобы это было именно для людей. Но здесь, вот видите, копают. Копают и копают. Как они купили этот дом, это вот все началось. Они уже ведь подкоп делают под частную собственность. Им там осталось полметра, и у них все это улетит, весь огород, все. Пересечение Волги и Камы – настоящее раздолье для туристов. Так и просятся разбить здесь парк. Однако это не только место эстетики, это еще и место памяти. Местные жители высадили здесь именные деревья в память о ветеранах Великой Отечественной войны. Поговаривают, здесь есть и старинные захоронения. Здесь захоронение было. Но оно вот, наверное, как раз вот до сюда, вот дальше уже нету. И никто не знает, что захоронения, это до 1937 года захоронения были. А фактически оно никак в кладбище ничего не числится. Ну вот кости нет-нет, да выходят. О парке и месте памяти, вероятно, можно забыть. Хоть туристы до сих пор приходят сюда любоваться местными пейзажами. Но вот скамейку для посиделок теперь отодвигают подальше. Мало ли что, оползневая зона вот-вот может разрушиться. Их действиями привели к интенсивному разрушению склона. Получается, что с 8 метров кромка
вот данного бровки склона сократилась с 8 метров до 1,5. Получается, за год сокращение было настолько масштабным, но если бы их не проводили, то оползневая зона хватило бы, наверное, еще лет на 50. На данном земельном участке проводить земляные работы было запрещено. И это было закреплено обеспечительными мерами в рамках судебных разбирательств в июне 2023 года. Даже на основании этого документа, исполнительного листа, работы также продолжались. С силами судебных приставов мы останавливали, конечно, данные работы, но ненадолго. Как вы уже поняли, дело дошло до суда, который семья Третьяковых выиграла в первой инстанции. Только дело затягивается, стройка продолжается, а решение не выполняется. Ответчик подает бесконечные апелляции и ответные иски, а время идет к зиме. Они не исполняют, потому что они мотивируют тем, что нужно сделать экспертизу, нужно сделать проектную документацию, подготовить. Но это они должны были заранее все сделать. Но тем не менее, вот ссылаясь на это, они все-таки затягивают судебные процессы. Перед вами представитель администрации района. Они тоже пострадавшая сторона. Мало того, что стройка проходила не по нормам, находчивые бизнесмены еще как бы невзначай захватили землю муниципалитета. Пропустили все водопропускные трубы свои, канализация и вот эти, то, что у них чаны стоят. Они все пропустили через побережье и спустили туда в Волгу. Там у них были колодцы. Они сейчас спрятаны, вот эти колодцы. Они хотят эту лужайку. То есть, задача такая. Они хотят, видимо, чтобы эта лужайка все-таки ушла туда. И у них уже пологий был бы берег, пологий, и им меньше пришлось бы затрачивать сюда сил, усердий и финансов, как говорится. Мы бы, может быть, и дали бы в аренду им эту землю, да? А они даже не обратились. Они просто ее записали, как будто это их земля. Один из собственников участка, некий Марсель Газизов, отдал в аренду землю под гостиничный бизнес. Сам Камский трофей принадлежит ООО «Инновация», учредитель Людмила Закамская. Соинвестором выступает ее супруг, предприниматель Андрей Закамский. В общем-то, известный в стройотрасли игрок. И не только. Его имя в последнее время часто фигурирует в судебных разбирательствах. Ордер на любые работы он должен брать. Но у него есть ордер? Нет, он ни разу не брал. А называют эти работы свои как предварительные, хотя такого понятия в законодательстве не существует. Нет такого, если да. Чуть-чуть ты копнул, ты уже все. Если ты без разрешения копнул, ты все, виноват. Тебя должны штрафовать. Данный глэмпинг частично строили на госсубсидии. Были выделены федеральные средства в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На это уповает ответчик, мол, исполком был в курсе, мы тоже не с луны свалились. Сейчас разрешается немножко другой вопрос. За Камским, либо с Камским трофеем предпринимались попытки минимизировать ущерб, который был уже и который возникает. То есть земля осыпалась. И то, что там какие-то производили работы, чтобы минимизировать ущерб именно спада склона на свой земельный участок, на свои домики. Фактически вбивание шпунтов Ларсена, с тем, который берег укрепительное, являлось одним из следствий, которое как раз начала ускоренный сдвиг земельного массива. А берегоукрепление это как раз исполком делал то, что? Да. Но в то же время говорят, восстановите. Ну хорошо, мы будем восстанавливать, дайте нам разрешение. А разрешение мы вам тоже не дадим. И, соответственно, у нас получается, замкнутый круг. Чего теперь хотят люди? Чтобы вернули как было. В целом это и оговорено в решении суда, где четко прописано: обязать произвести восстановительные работы по устранению нарушений целостности почвенного покрова в оползневой зоне, примыкающего склона к земельному участку. У нас была по суду проведена судебная экспертиза, которая указала, что наши работы никакую угрозу жизни и здоровья не несут. Им было предложено, что мы готовы укрепить, давайте заключим мировое соглашение. Они идут на это в отказ. Соответственно, значит, преследуем какие-то иные цели. Есть решение суда, а нам говорят, а пусть они сделают, зачем вы обращаетесь в прокуратуру, если у вас уже суд идет. Суд – это последняя инстанция. Нет, все равно продолжают. То есть нет, чтобы прийти к какому-то мирному конфликту, мы продолжаем писать жалобы, которые, по моему мнению, как стороны юриста, пока являются не совсем обоснованными. Есть суд, который уже ставит последнюю точку. Прокуратура, полиция, Росприроднадзор, ко всем обратились, ко всем. У всех просим помощи, но вроде оказывают помощь, но в таком виде, что потом он наплюет и опять обратно начинает дальше.
Пока стороны решают, кто из них прав, истинную правду будет выяснять суд. Уже после наших съемок прошло очередное заседание по апелляции, которая была не удовлетворена. Решение осталось без изменений, но бизнес не сдается и готов идти дальше в верхней инстанции. Будем следить за этой историей. Диляра Исупова, Андрей Ключников, 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Узнали о существовании такой программы и решили переехать в деревню. Лучше сейчас отдать по возможности, потом уже спокойно работать. Как удержать кадры на селе? Социально ответственный агробизнес. В Казахстане на этой неделе прошли Всемирные игры кочевников. Это самые крупные международные соревнования по этническим видам спорта, так называемая степная олимпиада. На церемонию по личному приглашению президента Касыма Жомарта Токаева приехал раис Татарстана Рустам Минниханов. Нашу республику в составе сборной России представляли 29 спортсменов. Состязания стали заметным событием в мировом спорте и прошли по 21 дисциплине. В понедельник в Казани открылся крупнейший цифровой форум «Казан Digital Week», в работе которого приняли участие Рустам Минниханов и министр цифрового развития страны Максут Шадаев. Также на полях форума раис Татарстана встретился с заместителем министра торговли Турецкой Республики Махмудом Гюрджаном и заместителем министра промышленности и технологий Закирьей Чешту. Обсудили укрепление сотрудничества в экономике. Татарстан и Турция традиционно близкие партнеры, товарооборот растет и составляет почти $3 миллиарда. Из Казани в Курскую область отправили еще 2 фуры гуманитарной помощи, собранные под эгидой «Единой России» предприятия Республики Ассамблеи народов Татарстана. С волонтерами и участниками акции пообщался Фарид Мухаммедшин. 35 тонн груза – это в основном продукты питания, питьевая вода, а также постельные принадлежности и средства личной гигиены. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в среду провел заседание Совета директоров сетевой компании. Рассмотрели вопросы надежности электроснабжения потребителей, результаты производственной и финансово-экономической деятельности, а также реализацию плана капитального строительства за полгода. А Фарид Мухаммедшин встретился с заместителем генерального директора Всемирной исламской лиги господином Абдуль-Рахманом бин Абдуллой Аль-Зейдом. Делегация приехала для участия в круглом столе «Общественность БРИКС за суверенное развитие». Гостям показали парламент и музей. На встрече Фарид Мухаммедшин рассказал о социально-экономическом развитии Татарстана, объемах промышленного производства и о роли республики в диалоге России с исламским миром. Важным событием в культурной сфере стал 20-й международный кинофестиваль «Алтын Минбар», который в этом году прошел в Камаловском театре Казани. Среди награжденных, наряду с режиссерами и актерами, и наш коллега военкор ТНВ Зуфар Давлетшин. Жюри присудило ему специальный приз в номинации «Война и мир. Новые территории». Волейболистки из «Динамо Акбарс» триумфально открыли новый сезон. Казанский коллектив на своей площадке выиграл Суперкубок России. В матче, где традиционно сходятся лучшие команды страны, наши девушки одолели соперниц из московского «Динамо». С победой в своих соцсетях наш коллектив поздравил Рустам Минниханов. Волейбольный клуб «Динамо Акбарс» стал 3-кратным обладателем Суперкубка России. В честь праздника работников леса, который отмечают в эти выходные, лесников республики лично поздравил премьер Алексей Песошин. А чтобы они были готовы к экстренным выездам, вручил им ключи от патрульных автомобилей. Их закупили по республиканской программе развития лесного хозяйства. Многие эти деревни мы сажали всем классом. Это дендрарий Рунгинской школы. На 40 сотках земли растут десятки пород деревьев. Все это посадили сами школьники, самостоятельно и ухаживают за ними. Мы очень часто приходим, что-то элементарно полить, где-то прибраться, что-то посадить. Вот часто тоже привезли нам. Получается, в ближайшее время это нужно будет все посадить. В 2018 году здесь организовали школьное лесничество. Так и появился у ребят свой лес. Это была идея тогда еще главы района Марата Зябарова. Начали сотрудничать с Казанским аграрным университетом. Научил Харис Гайнудинович. Он у нас от нас не вылезал. Практически жил у нас. Он нам все объяснял, как высаживать, как ухаживать, какой вид, какие требования у этого вида, у этой породы какие требования. Потом еще все привозил, черенки, научили черенковать. Лиственница, правда, у нас его не растет, как коренная порода, растет, зато в Сибири и у
нас хорошо приспособилась. Профессор аграрного университета Харис Мусин сегодня здесь. В преддверии Дня работников леса для учеников школы и учителей проводит мастер-класс по выращиванию особых пород деревьев. Новые знания сразу применяют на практике. Закладываем в душу детей такое рациональное зерно, которое растает милосердием, добротой и, конечно, с любовью к земле, к родной земле. Дороже его ничего нет. Большинство выпускников школы идут дальше по этому пути и поступают в аграрный университет. Елена Марина сейчас изучает ландшафтную архитектуру. Важно охранять вокруг то, что мы живем, нашу природу, окружающий мир, заботиться о ней в первую очередь. Деревья растут на всей территории школы, а это целых 2 гектара. Каждый участок обязательно благоустраивают. Например, стадион построили здесь в 2017 году, и вокруг него посадили шиповник. Сегодня во всех школах Буинского района есть такие лесничества. В молодежном парке новые саженцы каштана посадили ученики гимназии имени Муланура Вахитова. Сегодня принесенным каштанам 4 года. Это наиболее благоприятный для посадки срок. Надеемся, что наши каштаны будут хорошо расти. Город сейчас украшают деревья, выращенные школьниками. За год на улицах Буинска появились более 500 саженцев и кустарников. Продолжаем программу «7 дней». Один из наших полков, мобилизованных татарстанских бойцов, вот уже 2 года успешно, как они сами называют этот процесс, двигают фронт вперед. Еще год назад они стояли в резерве, и к их помощи прибегали время от времени. Сегодня же наши парни активно штурмуют населенные пункты, находящиеся под оккупацией украинских сил. И вполне успешно. В наградных сводках армии, к которой относится данное татарстанское подразделение, часто можно увидеть фамилии и позывные бойцов этого полка. Наша республика также видит подвиги своих мужчин и ежемесячно от имени Раиса направляет делегацию для награждения отличившихся героев медалями ордена за заслуги перед Республикой Татарстан прямо на передовую. Но не за медали здесь воюют наши парни, а за то, чтобы приблизить нашу общую победу и вернуться домой к родным и близким с чувством исполненного долга. О нелегких буднях с передовой Ленар Валиулов и Булат Абдульманов. Мобилизованный старший стрелок с позывным «Охотник» из Чистополя тревожно следит за небом. В нескольких километрах идут бои. С утра над позициями бойцов, как всегда, на дежурство зависли дроны противника, о чем доложил сигнал дрон-детектора, который охотнику купили, скинувшись друзья из союз танкистов за 150 тысяч рублей. По словам героев, FPV-дрон летал в районе движения нашей редакционной машины, но в последний момент нас, видимо, потерял. Нам приходилось сталкиваться с подобным. Наши коллеги попадали под обстрелы в Луганске или Лисичанске. Вроде привыкли, но странный дискомфорт мы все равно испытали. Когда вот последний раз приходил, вот прямо дом спасал? Сегодня вот утром. Вот, когда приезжали, да. То есть мы, грубо говоря, были в зоне риска? Ну да. А определить можно, что летело? FPV-шка была. А мы ведь даже не заметили. Ну, вы не заметите. Он там в считанные секунды все происходит. Охотник решил успокоить нас, в кавычках, рассказав свою историю недавнего чудесного спасения. Машина у меня есть, своя гражданская. В лес заезжали, и за 2 дня до отпуска, вот мне товарищ, он потом вытаскивал ее, гнал на ремонт. Не было вот этой штуки, и увидел просто БПЛА, и думал то, что, все, сейчас. И пока на него смотрел, и в отбойник врезался, выбежал, машина там нормально пострадала. То есть спасло то, что попал в ДТП? Да, и выбежал сразу из машины и в кусты. А потом вспомнил то, что кусты могут быть заминированы. И это спасло меня маленько. В таком стрессе наши парни пребывают каждый день, даже на штурмы ходят. Но бойцы справляются и со своими страхами, и с жестоким противником, который все чаще и чаще боится вступать в бой с боевыми татарами, предпочитая воевать на расстоянии. Методы противника перенимаем и мы, благо из Татарстана ежемесячно поступают дроны, которыми уничтожаются боевые цели противника. Татарстан, большое спасибо администрации, жителям. Активно помогает и районы, и люди, и администрация городов, районов.
Татарстан следит за своими героями. В очередной раз награда от имени Раиса Республики, а именно медали ордена за заслуги перед Республикой Татарстан, делегация привезла прямо на передовую. Не всех награждаемых, к сожалению, возможно было вызвать с линии боевого соприкосновения, потому что работают. Но им обязательно торжественно медали вручат командиры. Указ Раиса Республики Татарстан. Сегодня свою заслуженную награду получил начальник медпункта батальона с позывным «Наган» из Набережных Челнов. По первому образованию физрук, по второму медик. С линии боевого соприкосновения лично вытащил 20 боевых братьев. Но задача Нагана, выражаясь медицинским языком, это стабилизировать состояние раненого бойца, которого группа эвакуации смогла под обстрелами вытащить в относительно безопасную зону. За плечами Нагана число спасенных за эти 2 года раненых уже около 700 человек. Это не могло не оставить отпечаток в душе бойца. Более сдержанным стал, то есть не эмоциональным. На какие-то определенные проблемы реагируешь более адекватно. То есть появился такой более расчет, так сказать, холодный расчет. Герман из Бавлов попал сюда по мобилизации. Дома 2 детей-школьников, супруга, родители ждут. В последний раз в отпуске был в апреле, собирал мебель. Дома было тепло, уютно и весело с детьми. На наш некорректный, если честно, вопрос, бывают ли здесь, в суровой обстановке, моменты смешные или веселые, Герман справедливо осадил нас. Самое смешное? Да. Здесь нет смешного. Здесь все по-настоящему, здесь настоящая жизнь. Смешных моментов очень мало бывает. Также немногословен и командир отделения с позывным «Роща», мобилизованный из Лениногорска. За эти 2 года видел многое, терял братьев по оружию. Недавно был в отпуске, но ощущения остались неоднозначные. Когда домой возвращаешься, не кажется все странно? Дико как-то. Вроде как там спокойная жизнь, а здесь... Не знаю. Здесь всегда уж возвращаешься только к своим пацанам. И все только так. Этот полк активно участвует в боях под Угледаром. Крепкий орешек, забетонированный за эти годы, не так прост. Но своими активными действиями татарстанцы постепенно отгрызают территорию вокруг этого города, вынуждая противника задуматься об отступлении. Министерство обороны не раз отмечало геройские подвиги наших земляков. Более 500 бойцов награждены государственными наградами, в том числе медалями за отвагу и орденом мужества. Наши парни делают свою работу на совесть. Ленар Валиулов, Булат Абдульманов, Андрей Ключников. 7 дней. Продолжаем программу «7 дней» и продолжаем темой экономики. 2 важные новости, 2 события, по-хорошему, взбудоражили отечественное IT-сообщество на этой неделе. Одно со знаком плюс, другое со знаком минус. Первое позитивное и ожидаемое. Традиционный международный цифровой форум в Казани, один из крупнейших в стране. Казан Digital Week, на который съехались более 18 тысяч участников, свыше 200 компаний, с чрезвычайно насыщенной деловой программой, включающей более 100 тематических секций. Ну и вторая новость, куда менее приятная, о том, что с этой недели ряд популярных зарубежных цифровых сервисов прекращает свою работу в России. Не слишком приятная, скажем честно, доставляющая определенные неудобства, но при этом совершенно не критичная для отечественного IT-сектора. Скорее даже наоборот. При этом еще 5 лет назад новость, уверен, буквально взорвала бы Рунет. Сейчас же она воспринимается как произошло и произошло. Это более чем убедительный довод в пользу того, что активную работу по замене зарубежного программного обеспечения на отечественные продукты и цифровые решения нужно продолжать. Эффект есть, да еще какой. Более того, я здесь солидарен со многими экспертами. Санкции Запада, особенно в сфере IT, во многом пошли нам на пользу. Стали своего рода драйвером и для экономики в целом, и для конкретных отечественных разработчиков ПО. Согласен, есть еще над чем работать в плане удобства для пользователей. Но общий тренд очевидный, и с ним не поспоришь. Российский IT-сектор на глазах расширяется, крепнет, улучшается. И наглядное тому доказательство Татарстан, который, к слову, стал первым регионом в России, который перевел более 300 государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Еще одно свидетельство роста и мощи IT-сферы – форум «Казан Digital Week».
Что такое искусственный интеллект? Да, это программный код. Добывать нефть, продавать товары, оказывать банковские и любые другие услуги, цифровые технологии, искусственный интеллект позволяют не просто делать это удобнее, производительнее, эффективнее. Сами компании, нефтяные, торговые, финансовые, по сути превращаются в цифровые. Нефтяники становятся еще и программистами, финансисты с навыками IT-разработчиков, а все мы как минимум продвинутыми пользователями. И все это уже объективная реальность. 2, 1, старт! В этом смысле крупнейший цифровой форум в Казани «Казан Digital Week» – это уже давно не только и не столько мероприятие IT-разработчиков. Казанский форум – это про что-то большее, про новые веяния, тренды, достижения. Статус международного, а в этом году в Казань приехали участники из более чем 60 стран мира, также очень важен. Нам нужен этот обмен опытом и лучшими практиками, особенно в условиях односторонних западных санкций, отметил на открытии Рустам Миниханов. Грандиозный, с обилием тематических секций, Казан Digital Week в этом плане площадка уникальная. На 4000 квадратных метров представлены более 140 стендов, на которых свои решения продемонстрировали свыше 200 IT-компаний страны. Я – социальный интерфейс будущего. Android Arny – разработка пермских ученых. Это автоматизация процесса взаимодействия с человеком. Это консультирование, это прием платежей и так далее. То есть вот все сервисные функции, которые сейчас осуществляются, например, в многофункциональных центрах или в каких-то других учебных учреждениях, они могут выполняться роботами. Арни – это один из явных цифровых трендов, по крайней мере для Татарстана. Республика сегодня стремится как можно большее количество госуслуг предоставлять дистанционно, рассказал на пленарной сессии Рустам Миниханов. Татарстан стал первым регионом России, который перевел все 319 государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Но мы хотим, чтобы в республике было максимальное количество проактивных услуг, чтобы жители могли удовлетворить все свои потребности без непосредственного посещения МФЦ и других организаций и двигаться в этом направлении дальше. Простор для проникновения цифровых услуг и сервисов все еще огромный. Например, Татарстан готов стать пилотным регионом для апробации веб-конференций и заседаний мировых судей. Соглашение подписали на полях форума. По пилотному проекту граждане смогут через портал госуслуг, например, из дома, в режиме видеоконференции участвовать в судебных заседаниях мировой юстиции. И такая диджитал-активность республики на федеральном уровне не только приветствуется, но и готова финансироваться. Министр цифрового развития России Максут Шадаев на форуме в Казани рассказал, что на нацпроект «Экономика данных» будет выделено порядка 700 миллиардов рублей. Цифра внушительная, но это и в определенном смысле вызов для IT-сферы и активных регионов, таких как Татарстан. В 3 раза вырос объем реализации решений татарских компаний на IT-рынке. И на первом месте за 4 года Татарстан находится по инвестициям в основной капитал IT-компаний. Соответственно, татарские компании вкладывают в базу своего развития в регионе. Это очень хорошо. И это благодаря тем мерам поддержки, которые республика дает. Успехи и наработки Татарстана в деле цифровой трансформации могут быть полезны всем, тем более, что республика заинтересована делиться опытом и перенимать другие лучшие практики. Казанская цифровая неделя для этих целей подходящая площадка. К примеру, в Татарстане еще в 3 регионах страны идет сейчас эксперимент по партнерскому исламскому финансированию. Набирает обороты халяль-индустрия. Нияз Галямов считает, что есть потребность в соответствующем цифровом сервисе. Зачастую сталкиваемся с проблемой того, что развитости халяльной индустрии не хватает. Это от молельных комнат, к примеру, или об информации мечети, заканчивая, к примеру, халяльными пунктами питания. И решили решить эту проблему в глобальном масштабе. То есть не только для себя, а в целом для халяльного сообщества. Еще одна сфера, где активно внедряются цифровые технологии и онлайн-сервисы, это, конечно, здравоохранение. Другое направление, в котором Татарстан является примером, отмечали участники Казан Digital Week, это транспорт. Например, Казань стала первым городом в стране, где ввели оплату по биометрии. В конце августа такой сервис заработал в казанском метро. С 30 августа на всех 11 станциях доступно по 2 терминала. Старт был дан на станции Кремлевская. Мы активно внедряем систему бесконтактной оплаты с использованием геолокации. Стыковка этого сервиса с пригородными электричками также впервые стала тестироваться в Казани. Казанский форум в этом году запомнился насыщенной деловой программой и жаркими дискуссиями. На него съехались около 18 тысяч участников. За 2 дня было подписано 50 соглашений. Одно из важных достижений казанской площадки – подготовка перечня поручений министерствам, ведомствам и регионам. Своего рода раздача домашних заданий. Насколько качественно они будут выполнены, покажет уже следующий форум в Казани. Ровно через год. Тимур Бекмурзин и Рамзиль Гарипов. 7 дней.
В экономике один из главных рисков по-прежнему кадры. Из разговоров с экспертами и бизнесменами из разных отраслей проблема эта только обостряется. Конечно, не все так однозначно плохо или однозначно хорошо. В этой битве за воспитание и закрепление ценных кадров в реальной экономике есть свои слабые и сильные звенья. К слабым я бы отнес пока еще наши вузы с их недостаточной интегрированностью с конкретным производством и бизнесом. К сильным опыт отдельных крупных компаний, таких как Татнефть, с четко выстроенной образовательной экосистемой от детского сада до высшей школы нефти. При этом в этой борьбе за самые ценные кадры нюансов масса. Одно дело – создать условия для работы и жизни айтишника в Казани, другое – заинтересовать ценного специалиста на селе, в районе. Но и в первом, и во втором случае есть инструменты, способы, как это сделать. Как показывает практика, многое зависит от руководителя компании, агрохолдинга, фермерского хозяйства. Один из самых действенных способов закрепить нужного тебе специалиста, конечно, корпоративное жилье. В Татарстане есть удачные примеры и передовые в этом плане хозяйства. Вспомним тот же совхоз «Майский». Свои многоквартирные дома для сотрудников он начал строить 10 лет назад. Причем при выходе на пенсию квартиры остаются в собственности у бывшего работника. И похоже, что подобная практика, когда первым делом ставят дом на земле, как фактор закрепления на месте, в селах распространяется все больше и дальше. В Кукмарском районе, в селе Яныль, готовы застроить буквально несколько улиц. Специалистов ждут. На каких условиях, выясняла Татьяна Тимошенко. Рабочий полдень на мегаферме в деревне Яныль в самом разгаре. Сельхозпредприятие Вахитова здесь системообразующая для нескольких деревень. Треть населения работает в молочном производстве. Нам повысили зарплаты. В день платят 3000. Вот и считайте, сколько мы можем заработать в месяц. Нафиг Хусаинов руководит хозяйством 33 года. Говорит, за эти годы из полуразвалившегося колхоза вырастили современное хозяйство. Каждый день производит 143 тонны молока. За особые заслуги не раз награжден и республиканскими наградами, и орденом дружбы за заслуги в сельском хозяйстве. На вопрос, к какой формации предприниматели себя относят, вспоминает своих учителей. Мы же родились... Когда это было-то, коммунизм было-то. Когда я начал руководителем работать, мне 32 года было, совсем молодой был. У меня тут опытные, главный экономист, главный агроном, они все заслуженные. Вот я утром наряд даю, я сам даже боюсь что сказать-то. Вдруг что-то не то скажу перед ними. Мне вот так стыдно было. Вот они меня учили, как работать, как с людьми общаться. Поэтому я вот им очень благодарен. Я по этим методам и сегодня и работаю. Человек-то в факторе это у нас номер один, потом остальные. Методы работы только вперед. Планомерное и поступательное развитие. Только сдали одну мегаферму, теперь готовы к строительству еще одной. Рук хватает или нет? Рук хватает, Аллаху шукр. Буквально года 4-5 назад у нас кадров не хватало. Сейчас в основном молодежь в деревню приезжает. Но это руки надежные ведь должны быть. Да, да. В таком производстве руки всегда надежные должны быть. И они не должны бояться работы. Рамиль Ибрагимов родился здесь, в деревне, выучился в Казани, да и приехал назад. Растит 2 дочерей, держит дом и свое хозяйство. Уезжать из деревни и не думает. Амбары хозяйства полны зерна. Корма для мегаферм производит самостоятельно. В этом смысле независимо ни от цен, ни от поставщиков. И вот здесь становится понятно. Технический прогресс, его робототехника, беспилотными системами, живые человеческие руки и внимание земле кормилицы заменить не сможет. Конечно, есть технологии. На фермах коров доят роботы. И мы автоматизировали сушилки для зерна. Но только потому, что людей не хватает. Хотя, конечно, это было дорого. Но при любом раскладе человека не заменить роботом. Как сохранить кадры на селе – вопрос многолетний. Социальную ответственность за развитие деревень во многом приходится брать на себя предпринимателям, работая совместно с местными властями. Достойные зарплаты алар,
У людей достойная зарплата, и из-за взаимодействия сельского поселения и предприятия улучшается жизнь людей, и социальное благополучие тоже. Своих не бросают. Работникам, мобилизованных в зону СВО, сохраняют заработную плату. Каждый месяц деревенские собирают гуманитарный груз для односельчан, ведущих сейчас боевую работу. На этот раз собрали на беспилотник той модели, которую запросили бойцы. До этого ночник подарили. Вот уже это мопик, птичка. Ну и дорогая штука ведь. Да. Такую хотели? Такая нужна? Вот именно такую хотел, и поэтому такую подарили. За поддержкой едут из других районов на предприятия, условия приема на работу, от которых трудно отказаться. Лейсан и Гульназира только осваивают новую профессию телятниц. Работают здесь месяц, привыкают к подопечным. Мы сами из Кукмарского района, жили в Казани, решили все-таки вернуться в деревню. Деревня все-таки тянет. Каждую неделю ездили, и узнали о существовании такой программы и решили переехать в деревню. Супруг Лейсан в это время ездит по полям, работает водителем КАМАЗа. Мы думали, размышляли где-то около месяца, наверное. Думали, потом, чем ипотеку брать в Казани и платить 30 лет, тут очень хорошая возможность. И подняться можно будет, и зарплату нормально дают, и дом очень хороший. Деревня – это, конечно, собственный дом. Этим и решили привлекать сотрудников в Кукмарский район. Предпочтение отдают семейным кандидатам. Но это ведь у нас впервые. Если дом не строим, люди не будут работать. Потом что делать-то? Ферму строим, людей не будет. А потом что делать-то? Лучше сейчас отдать по возможности, потом уже спокойно работать. Я сам так думаю-то. По местному обычаю здесь, в деревне Яныль, двери и ворота всегда не заперты. Новоселы показывают дом, о котором, оказывается, мечтали. Готовность к переезду стопроцентная, включая бытовую технику. Лейсан из Казани привезла только свои любимые цветы. Весь интерьер, на самом деле, как из моих желаний, из моих мечт. Подобрали все они сами. Но получилось так, что как будто и задумано нами было. Стоимость строительства дома в деревне около 6 миллионов, но хозяева платить за него не будут. Все дальнейшее благоустройство, забор, тротуары берет на себя предприятие. Через 10 лет дом переходит в собственность работника. Замечательный дом. Сарай поставить, там под гараж, под сарай. Все там пойдет уже дальше, само с собой. Заводить-то кого будете? Заводить, скоро начнем. Пока что на улице Новой 5 домов. Окна 3 из них вечером засветятся жизнью. И здесь, в деревне, очень надеются, что улица будет расти. Предприятие «Рекордсмен» готово и к такому рекорду, уже строительному. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, 7 дней. Сегодня у нас еще и День работников леса, и я поздравляю всех причастных к этому с этим праздником. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, Исянмес из студии Динар Бадруддинов. На предстоящей неделе в Татарстане, по предварительным данным, характер погоды начнет меняться к выходным. Температурный фон начнет понижаться. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана неделя начнется с солнечной погоды. Затем появятся облака. В четверг и выходные ожидаются дожди. Температура будет понижаться с 24 градусов в начале недели до 18 в конце. Ночью от 7 до 12 градусов. На юго-востоке будет прохладнее. Днем в понедельник плюс 22, в воскресенье плюс 15. Ночью от 10 до 5 градусов тепла. Неделя начнется с дождя, затем будет солнечно, в выходные снова дожди. В центре республики в первой половине недели будет светить солнце. С четверга начнутся дожди. Днем температура понизится с 22 до 17 градусов. Ночью с 11 до 6. На юго-западе Татарстана первые 3 дня также будет солнечно и без осадков. С четверга небо затянет тучами, пройдут дожди. Температура от 24 в начале недели до 18 в конце недели днем и от 12 до 6 ночью. На северо-западе республики и в столице Татарстана в первой половине недели будет ясно. По предварительным данным, в четверг пройдет дождь. Затем снова прояснение и в выходные снова дожди.
Температура днем понизится с 25 до 17, ночью с 14 до 10 градусов. Это все о погоде в ближайшие 7 дней. Осень постепенно вступает в свои права. Успейте насладиться теплой, солнечной погодой. Хорошего вам настроения и всего доброго. Атналарыңыз уңышлы болсын.